В Якутске находится пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Известная спортсменка и генеральный секретарь Олимпийского комитета страны посетила Северо-Восточный федеральный университет и спортивные объекты столицы. Кроме того, она провела олимпийский урок в классической гимназии Якутска. Репортаж Нергуяны Егоровой. Занимались плаванием, чтобы стать пятикратной чемпионкой олимпийской. Я начала заниматься синхронным плаванием в 6 лет и занималась 23 года. На первые Олимпийские игры в 2004 году в Афины я поехала, когда мне было 21 год. Соответственно, я занималась 15 лет, до своей первой олимпийской золотой медали. Семиклассник Егор Стручков на пресс-подходе задает вопрос первым, даже опережая журналистов. Сам занимается плаванием 4-й год, занимал призовые места в городских соревнованиях. С друзьями разговариваем о пловцах. Я вообще смотрел Олимпиаду, конечно же, видел победителей. Когда я узнал, что к нам в Якутск приехала олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, пятикратная притом, я просто был в шоке, когда узнал. Пятикратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы Анастасия Давыдова в своем роде единственная спортсменка, выигравшая 5 золотых медалей Олимпа, выступая под флагом России, и единственная пятикратная олимпийская чемпионка в истории синхронного плавания. Ныне генеральный секретарь Олимпийского комитета России. Сегодня именитая спортсменка посетила университет и спортивные объекты. Спортивные объекты на 90%, на мой взгляд, готовы для того, чтобы принимать самые серьезные международные соревнования. И мы сегодня изучили все очень серьезно. Планируется строить еще 2 объекта. Я думаю, что это здорово. Во многом благодаря тому, что вы проводите «Дети Азии», это поможет Якутску претендовать на Олимпийские игры 2022 года, юношеские. Мы со своей стороны, со стороны Олимпийского комитета, безусловно, будем лоббировать интересы Якутска. Как мы знаем, Якутия будет подавать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр в 2022 году. Первые серьезные шаги в этом направлении сделаны. Сегодня Анастасия Давыдова и директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России Елена Аникина обсуждали данный вопрос у государственного советника главы республики Дмитрия Глушко. Я первый раз в вашем замечательном крае, всегда очень мечтала, много наслышана, особенно про ваш проект «Дети Азии». Он уже приобрел международное значение, с чем я вас поздравляю. Вы молодцы, у вас очень хорошо развивается детский спорт. Есть, конечно, над чем еще работать, но в целом для нас это было очень познавательно и интересно. У вас хороший потенциал. Делаем. Надо шею как следует размять, чтобы хорошо тренироваться. Так. После этого полукруги. Начинаем с этой стороны, подбородок через низ, в сторону, через низ, в сторону. В классической гимназии идет и необычный урок физкультуры, а олимпийский. Дети старательно повторяли за олимпийской чемпионкой. В конце урока сфотографировались, получили автограф, подержали в руках золотую медаль, и все остались довольны. Анастасия Давыдова, в свою очередь, обещала приехать на 6-е спортивные игры «Дети Азии» и сказала: если будете стараться, усердно трудиться и мечтать, то обязательно все получится. А мы будем надеяться, что в 2022 году юношеские Олимпийские игры пройдут в нашей столице. Нергуяна Егорова, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.